Алабаевич. Дастан Алабаевич Бекешевте сөз. Жомарт Кайыповичке суром бар. Жомарт Кайыпович, месяц назад ровно я вам отправлял открытое обращение, на которое просил ответить открыто. Там вопросы касались, как получилось, что у нас заводов нет, а потребление электричества все больше и больше ежегодно. За счет чего график по каждому району, где у нас идет рост, не воздушный ли этот на самом деле рост потребления энергетики. Я почему этот вопрос задал? Потому что вы делали обращение и указывали там, что у нас рост потребления электричества идет на 7-12%. То есть разрыв там на самом деле очень большой, колоссальный. Потом такой вопрос, а почему нету со стороны правительства хотя бы через налоговые льготы или какие-то еще другие налоговые преференции стимулирование на предпринимателей на переход альтернативных видов источников энергии? И я до сих пор на самом деле ответа от вас не получил. Получил от зама Министерства энергетики, который там ответил практически, взяв слова из вашего обращения. Уважаемый Дастан Алабаевич, факт состоит, что рост в Кыргызстане потребления действительно минимально 5, максимально 12% ежегодный. Объясняется двумя причинами. Это ростом экономики, большим количеством предприятий, а также потреблением домохозяйствами. И мы сейчас делаем прогноз развития потребления на ближайшие годы. Необходимо вводить новые генерирующие мощности. По альтернативным видам, пока у нас тариф 1 цент, альтернативная энергетика развиваться не будет. Поскольку в альтернативной энергетике тариф, себестоимость киловатт-часа 10-15 раз больше, чем существующий в Кыргызстане тариф. Если мы будем использовать альтернативные источники, то мы должны субсидировать. Не, вы не поняли. Вы хотя бы стимулируете предпринимателей переходить на альтернативные виды. Ну, через налоговую преференцию, через налоговую какие-то стимулы, налоговую каникулы это можно сделать. Сейчас Сезонные. вот, например, альтернативные, вот солнечная, ветровая, себестоимость 15 центов. Единственный выход — это покупать и 14 центов давать из бюджета им субсидии. Потому что на рынок они не продадут такую энергию. Поэтому у нас перспективы не очень хорошие. Мы говорим, например, об инвестициях в малые ГЭСы. Там тоже ниже 5-6 центов никто строить их не будет. Единственная надежда на экспорт, где такие цены существуют. И мы привлекаем инвесторов на именно такой тариф для экспорта, но не для внутреннего рынка. А такой вопрос. Вы говорите переходить на уголь. Кто-нибудь считал отрицательные последствия на охрану окружающей среды? В настоящее время угольная энергетика развивается, и разработаны в мире очень экологически устойчивые ТЭЦ, и они работают по всему миру, например, в Китае. Нет, вы гражданам говорите, переходите на уголь. Сейчас начнут углем отапливаться, там кто-то кизиком, кто-то резиной, кто чем, на самом деле, у кого как получится. Вот на охрану окружающей среды вы считали именно, как это повредит отрицательные последствия? Влияние будет при бытовом потреблении. Но у нас сейчас вот по зеленой экономике одни из самых низких в мире выбросы СО2. У нас еще есть потенциал для развития. Но если мы говорим сейчас о развитии угольной электроэнергетики, производства электроэнергии на угольных ТЭЦ. И сейчас много слухов идет, что вот воду на Токтогулке продают, там по ночам кто-то приезжает, продают, сливают. Я вам дал такое предложение, чтобы этими слухами не спекулировали,
не было какого-то ажиотажа, и вас не обвиняли лишний раз, я дал такое предложение. Поставьте там видеокамеры, которые бы в онлайн-режиме показывали бы вот эти водостоки, шлюзы. То есть говорят, что можно мимо турбин попустить воду вот по этим шлюзам. Было бы хорошо, если бы вы это сделали. Там, в принципе, затраты небольшие. А если прям вот, ну, совсем нет денег, то, в принципе, частные лица готовы профинансировать это. Насколько вы готовы к этому предложению, к реализации этого предложения? При генерировании электроэнергии на ГЭСах измеряются две величины. Это пропуск воды, объем, и объем вырабатываемой электроэнергии. Эти две величины коррелируют очень четко между собой, учитывая еще один параметр – это давление объема воды на турбину. Вот эти два параметра сопоставить, вы очень легко можете понять, что вся вода используется на генерацию электроэнергии. Да, это вам понятно. Но давайте, чтобы вот таких слухов, спекуляций не было, это же гораздо просто поставить туда какую-нибудь веб-камеру и пускай она там будет, чтобы люди Сейчас, уже... Не было даже слухов, чтобы таких. Это На корню можно пресекли сделать. бы. Здесь вот у министра тоже есть расчеты, он может сказать точнее, если может. Говорят, воду мимо турбин якобы пускают по вот Нет, этим ну, водостокам. Ответьте, пожалуйста. На самом деле это невозможно, потому что мы вырабатываем энергию по каскаду. Выработка энергии начинается у нас от Пашинской ГЭС. И эта же вода участвует в выработке энергии Хамбарата-2 и дальше Тактоворский ГЭС, и следующий ГЭС Курпсай, и далее Ташкомыр, Шамалдыса и Учкурган. И есть такие параметры в зависимости от уровня воды. Есть количество воды на выработку единицы киловатт-час электроэнергии. Например, на отметка 837 удельный расход воды на 1 киловатт-час электроэнергии 3,91. Вот, и так далее. При 900 эта величина уменьшается 2,29. И, соответственно, по остальным станциям тоже самые такие же параметры. И, исходя из этого, мы можем очень просто посчитать, сколько воды ушли. Значит, она соизмеряется с теми показателями, как потребление. Вот, и какие-то другие расходы. Вот, и как раз, исходя из этого, она балансируется. Вода уходит на конечном, значит, станции, это у нас Учкурганский ГЭС, вот, и вся вода приходит туда, и там тоже вырабатывает и уходит дальше. Единственное, у нас большой Наманганский канал, где мы отдаем воду согласно нашим обязательствам вот, для Узбекистана. Вот, это 35 куб в секунду. Вот, она у нас подтверждена. И это зафиксировано. И контроль очень четко, жестко стоит. И там мы можем поставить, в смысле, вот эту видеокамеры можно поставить, там можно поставить. Да, единственная точка, откуда уходит. Очень хорошо, очень хорошо. Тогда дайте, пожалуйста, точно вот информацию зимой, в каком городе, в какой области, насколько будет отключаться электроэнергия. Потому что эксперты пугают, то 15 часов мы будем без электричества сидеть, другие говорят, вовсе будет еще хуже. Значит, на самом деле эксперты не владеют с теми информациями, которые у нас есть. У нас очень большая команда специалистов работает. Мы несколько раз, как вы видели, мы пересчитывали в зависимости от притока воды. К сожалению, последний месяц приток воды составил 61%. Исходя из этого, мы пересчитали, эта величина составила 2,3 миллиарда киловатт-час электроэнергии. Мы эти энергии, дефицит, планируем закрыть за счет того, что, значит, отключив электроэнергию для цели отопления, вот, если мы по этому плану будем очень четко его исполнять, тогда будет фактически энергия у всех для цели освещения, для бытовых потреблений, только не для цели отопления. Вот. Все это зависит от соблюдения лимита. Исходя из этого, мы эту энергию перераспределили по регионам.
Вот. И каждый регион, вот, создается комиссия, обязана соблюдать эти лимиты. Если выйдет из рамка лимита, тогда на величину увеличения перерасхода этот регион, это пункт по фидерам будет значит, отключены, пока не войдет в рамках лимита. Вот такая у нас план. Рахмат.